Выпали осадки, и, естественно, это сразу отразилось на дорогах. Если ситуация в городах еще не плачевная, то на перевалах передвигаться стало весьма сложно. В горных районах сегодня ночью резко упала температура воздуха. МЧС ранее уже распространяла штормовое предупреждение на перевалах Туашу и Бом, снег с ветром и гололедица. Поговорим сегодня о ситуации на дорогах. Сегодня у нас в гостях Рыскельди Асонкуджоев, он замдиректора агентства гидрометеорологии при МЧС, и Джумаш Содонбаев, замдиректора Департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорог. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию, потому что тема на самом деле очень актуальная. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, скорее всего, будет к вам. Вот Бишкек сегодня проснулся в снегу. Нельзя сказать, что это было неожиданно, потому что МЧС уже распространяла штормовое предупреждение. Но меня интересуют сейчас именно погодные условия на перевалах, потому что это считается наиболее проблемными участками. Ну, слава богу, это как бы тоже второе штормовое, что у нас сегодня на перевалах, на высокогорных дорогах и отгонных пастбищах обстановка более-менее стабильная, там особых морозов нету, количество выпавших осадков, то есть снега, в общем-то, не такое большое. Единственное, что у нас где наибольшее выпало, это в Сарычелеке, и есть такая метеостанция, это базар в Курганском районе, там около 20 миллиметров. Остальных, в общем-то, меньше выпало. А в основных перевалах, как Туашу, потом Чичкан, Итагар, Чоңашу, там где-то около 2 миллиметров. То есть, в общем-то, обстановка нормальная, пока никаких заторов, заморозков нету. Тем более, что мы уже буквально с завтрашнего дня прогнозируем, что уже начнется потепление, процесс потепления. Ну, на высокогорных, конечно, участках никогда нельзя дать гарантию, что завтра или где-то у нас не произойдет. Поэтому, конечно, надо привести силы, средства и все свои эти мысли, готовность к зиме. Конечно, погода может быть непредсказуемой. Да. Скажите, пожалуйста, вы готовы ли наши все подведомственные службы к осадкам? Потому что сейчас уже ситуация на перевалах на самом деле немного сложная, говорят. Как всем известно, значит, у нас из общей протяженности дорог имеется более 20, точнее 21 участок, перевальных участков, и 5 не участков, а целых автомобильных дорог, где, значит, выпадает большое количество снега и снегозаносимые лавиноопасные участки. В подчинении Департамента дорожного хозяйства имеется, значит, 57 депов. Вот. Из них более 20 депов, значит, именно обслуживают перевальные участки. А на сегодняшний день у всех депов, значит, заготовлены инертные материалы. В исправном состоянии именно привлечены на перевальные участки дорожно-строительной техники, в частности автогрейдера, значит, фронтальные погрузчики, МДК, роторные снегочистители, вот такие уборочные техники, значит, в полном исправном состоянии находятся именно на перевальных участках. Кроме этого, скажите, пожалуйста, а достаточно ли специализированной техники? И что очень важно, возможно ли работать круглосуточно и днем, и ночью? Потому что в непредвиденной ситуации бывают самые разные. В действительности у нас имеется дорожно-строительные, в том числе и снегоочистительные техники в достаточном количестве, но из этих имеющихся техник, значит, есть изношенные старые техники, которые мы могли бы, значит, приобрести, но в связи с нехваткой денежных средств бюджета, значит, мы не сможем в настоящий момент, значит, приобрести. Поэтому то, что у нас имеется, мы предлагаем все силы, чтобы их содержать в исправном состоянии и использовать их. А вся ли ситуация на дорогах в Кыргызстане под вашим контролем? Потому что вот буквально сегодня утром приехала наша съемочная группа из Нарына, и они говорят, что по дороге они оказались в пробке, там большие заторы. На сегодняшний день у нас
разрешение все организационные вопросы на местах, значит, депах, дорожных управлениях, регионах организованы круглосуточные дежурства. Помимо этого, значит, в депах тоже, значит, вот я, как выше сказал, на всех перевальных участках заготовлены инертные материалы, имеется, значит, дорожная строительная техника в достаточном количестве. Но знаете, значит, я в курсе, что в Наранской области, в частности, значит, автодорога Кочкор-Орал-Туашу на перевале Кызарты, значит, вчера утром и сегодня ночью, значит, были немножко проблемы, потому что грузовые автотранспорты, значит, перевозящие уголь из Карагаче в сторону Бишкека, значит, они именно проезжают через перевал Кызарт. Вот именно вот эти техники не подготовленные зиме, то есть, значит, они ездят на летних или на изношенных шинах, не имеют, значит, вот этот цепь, они обычно, значит, когда поднимаются через перевал, надевают, значит, цепь, их цепа нету. Даже бывали случаи, они едут, значит, перегрузом, когда, значит, снег еще не выпал, да, некоторые транспортные средства не смогли подняться, значит, на перевал, из-за того, что, значит, у них перегруз. Вот такие проблемы были. И на самом деле, многие автовладельцы не пренебрегают элементарными правилами о том, что, извините меня, снег выпал, обязательно уже надо переобуться на зимние шины. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос меня интересует. Вот помните, в прошлом году, перед Новым годом, скорее всего, 29 декабря это было, у нас образовалась очень большая пробка, почти в 30 километров, это было на перевале, да? Не допустите ли вы в этом году таких ситуаций? Да, в этом году будем приложить все силы для того, чтобы, значит, такой случай не повторялось. Но хочу отметить, что именно в прошлом году, да, такой непредвиденная ситуация была, слишком большая осадков, значит, большое количество снега выпал. И в то же время, значит, одновременно сошли снежные лавины. Мы всячески тоже, значит, тогда старались, но немножко допустили. А в этом году мы будем учесть, значит, вот этот непредвиденной ситуации, будем приложить все силы для того, чтобы не допустить такое. На сегодняшний день сколько техники работает на перевале? Значит, у нас всего имеется 427 техники, из них, значит, где-то около 400 в исправном состоянии. Хотелось бы, чтобы, значит, все были исправны, но техника есть техника, в процессе работы некоторые ломаются, некоторые выходят из строя, и мы сразу, значит, ведем работу для того, чтобы их восстановить. Ну, на дороге, конечно, бывают самые непредвиденные ситуации. Я знаю, что МЧС может оказать помощь, разбить палатки, обеспечить горячей едой, чаем. Ну, в общем-то, конечно, год на год не приходится. Бывают очень многоснежные годы, когда даже Минтранс со своей техникой не успевает, там, не справляется с ситуацией. Тогда включаются, конечно, все другие органы, в том числе Министерство чрезвычайной ситуации, МВД, Минздрав. Если у них не хватит техники, то могут привлечь технику МЧС и других ведомств, которые имеют соответственно инженерная техника. Это было у нас последний раз в 2012 году, когда действительно очень многоснежный год был. И, конечно, Минздрав и местные госадминистрации должны развернуть свои пункты по приему, там, допустим, больных, кто кого там давление или кому надо помочь, точки обогрева и питания, доп. Питания. Это разворачивает и МЧС, и в том числе местная госадминистрация, в общем-то, этим занимается. Да. Есть палатки соответствующие, там оснащение, плюс там какое-то питание предусматривается для того, чтобы обогреть чай, там хотя бы элементарные вещи дать людям. Все, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И главное, что все дороги открыты, и проезд происходит уже... Пока. Это пока. Спасибо большое. Даже несмотря на ожидаемое потепление, если вы планируете поездки по автотрассе Бишкек-Ош, рекомендуется водителям сменить шины на зимние для уменьшения риска ДТП на перевалах, соблюдать дистанцию между авто, скоростной режим и быть бдительнее на перевалах Туашу и Бом. А я еще раз отмечу, что за дорожной ситуацией можно проследить в интернете через бесплатное приложение KG Live, которое можно скачать в Play Market. Все эти меры предосторожности помогут вам не застрять в пути. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Социум». Я Эджбек Апарбекова. До новых встреч.